В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу главные темы уходящего дня. Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях федеральной автомобильной дороги Колыма. О правилах пользования. Активисты Совета ветеранов Якутии пожертвовали денежные средства и собрали подарки участникам СВО. О ценном грузе. В последнюю неделю года идет самая активная подготовка к предстоящему празднику. Расскажем о трендах оформления и цене новогодней атмосферы. Мастерицы города Ленска представили авторские работы на ярмарке рукодельниц и провели мастер-классы для всех желающих. Отбор претендентов на участие в играх Дыгына продолжается. Расскажем об итогах первого этапа отбора. Оперативный штаб Якутии продолжает свою работу по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников спецоперации. Экспертный совет при оперативном штабе рекомендовал для дальнейшей поставки в зону действия СВО приборы радиоэлектронной борьбы, предотвращающие воздействие БПЛА с помощью детекторов, а также систему управления дронами нестандартными частотами. На этой неделе планируется крайняя отправка в этом году с автотехникой, гуманитарным грузом и адресными посылками военнослужащим. Продолжается поставка нашей продукции наших производителей. Это и снеговолотоходы, и электромотоциклы в зону специальной военной операции. Мероприятия по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников специальной военной операции продолжается. Традиционные новогодние подарки передали в московский штаб Республиканской комиссии «Вместе к победе» активисты Совета ветеранов при постоянном представительстве Якутии. Пенсионеры собрали пожертвования в размере 140 тысяч рублей и приобрели партию зимней обуви и сладостей для участников СВО. Груз будет отправлен в зону боевого соприкосновения через сеть опорных пунктов в ближайшее время. В прошлом году ветераны отправили солдатам печи-обогреватели. Недавно приобрели электрическую коляску для раненого бойца, проходящего лечение в Центральном госпитале имени Бурденко. В подарки у нас вошли берцы, в подарки у нас вошли носочки теплые и, конечно, сладости с Новым годом. Мы поздравляем их с Новым годом, написали им добрые, теплые письма, чтобы им было там тепло и уютно. Федеральная ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях является важным связующим звеном между Якутском и заречными районами. Работы по обустройству были начаты в конце октября. Дата открытия автозимника была запланирована на 5 января следующего года, однако на сегодняшний день она открыта. Моя коллега Даяна Федорова расскажет подробности. Пробивка автозимника начинается с трассировки. Дорожники отсыпают подъездные пути на обоих берегах и делают полосы для движения машин по трассе. На сегодняшний день ширина каждой полосы составляет 20 метров. Выезд на лед производится после установки грузоподъемности в зависимости от толщины льда. Если толщина соответствует требованиям, выезд на лед разрешен. Движение по автозимнику Якутск-Нижний Бестях открыто досрочно. Протяженность переправы Якутск-Нижний Бестях составляет 12 километров. На всей протяженности были проведены все необходимые работы. Произведена проверка толщины льда. На сегодняшний день составляет 58 сантиметров, что гарантирует безопасный проезд для автомобилей до 4 тонн. До конца этой недели ожидается увеличение грузоподъемности до 10 тонн. Ну а после праздничных выходных будет открыто движение транспорта грузоподъемностью до 20 тонн. У нас открыто 3 ледовые переправы вблизи города Якутска. Это Кангала-Сосотинцы с грузоподъемностью 10 тонн, Якутск-Нижний Бестях, соответственно, 4 тонны и Хатас-Павловск 20 тонн. Категорически рекомендую избегать переезда по несанкционированным ледовым переправам, потому что это влечет административную ответственность. Для регулирования движения автотранспорта установлены дорожные знаки и информационные щиты. Что касается ледовых переправ в Верхневилюйском, Нюрбинском и Сунтарском районах, там производятся замеры толщины льда. Будем повышать на этих ледовых переправах грузоподъемность до 20 тонн. Также у нас еще на автодороге Колыма действует сегодня ледовая переправа через реку Алдан на 365 километре.
это Тампонский район. Сегодня, с 23 числа, там установлена грузоподъемность 20 тонн. Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника рекомендуется не пренебрегать допустимой грузоподъемностью и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. Таяна Федорова, Илья Соломятников, Якутск. Как правильно оформлять документацию и информировать население, обсудили специалисты МЧС России по республике. В рамках учебно-методических сборов так в регионе уже действует право на использование региональной системы оповещения в качестве муниципальной. Тем не менее, информацию в полном объеме предоставило лишь 15 районов и 2 городских округа республики. Частично 11 улусов, еще 7 муниципальных районов не идут на контакт. Такая ситуация может привести к негативным последствиям, так как в случае комплексной проверки может подключиться региональная прокуратура, что грозит административной ответственностью главам районов. Работаем в помещении IT-парка республики с целью ознакомления с новейшими инновационными разработками в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также сегодня будут рассмотрены вопросы по оповещению и информированию населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и продемонстрированы современные разработки специалистов республики по поиску и спасению людей. Быть готовым к любым неожиданностям. В Нерюнгри прошли массовые учения по организации лечебно-эвакуационных мероприятий, в которых приняли участие сотрудники всех служб экстренного реагирования. За учениями наблюдала наша съемочная группа. Здравствуйте, специалист по гражданской обороне Нерюнгрийской больницы. Мы начинаем учение. У нас 4 пострадавших. Машина в старом городе в районе первой автобазы перевернулась. Возгорание в машине. Такой звонок поступил ранним утром в единую диспетчерскую службу, после чего информация о происшествии была передана всем экстренным службам. Сегодня прошли тактические учения, которые провела Нерюнгринская центральная районная больница для отработки взаимодействия всех служб. Это и МЧС, это и скорая помощь, это и пожарные службы, и службы госавтоинспекции. По легенде учений, легковой автомобиль после ДТП загорелся, и люди, находящиеся в нем в момент аварии, оказались заблокированы в смертельной ловушке. Оперативные службы прибыли на место ДТП за считанные минуты. Была перекрыта дорога, а сотрудники МЧС приступили к тушению возгорания и извлечению пострадавших из покореженного автомобиля. Для максимально оперативного оказания помощи к учениям был привлечен вертолет санитарной авиации, на котором условные пострадавшие были эвакуированы в приемный покой Нерюнгринской центральной районной больницы. Организаторы учения оценили эффективность работы и скорость реагирования всех служб на отлично. Службы отработали замечательно, все службы отработали на 5, слаженно. Пострадавшие были извлечены быстро, оказана помощь. В принципе, все было хорошо. Начальником учений был главный врач Пешков Сергей Михайлович, в рио главного врача, заместитель начальника учений Горюнова Ольга Викторовна, заместитель главного врача по лечебной части. Но я, как руководитель, непосредственный самими учениями, на месте уже занимался этим вопросом. Но мы провели все замечательно, все хорошо. Подобные тренировки будут проводиться и в будущем, ведь полученный опыт в дальнейшем понадобится при спасении пострадавших в реальных условиях. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске в квартале труда прошли пожарно-тактические учения. В учениях приняли участие свыше 50 человек личного состава и 11 единиц техники. Согласно легенде, учений вследствие неосторожного обращения с огнем произошло возгорание на 3-м этаже 5-этажного здания. Огонь начал быстро распространяться по этажу, возникла угроза жизни и здоровью людям. Сработала система пожарной сигнализации. Всего эвакуировано 130 человек, все службы отработали достаточно четко в соответствии с нормативами. Проведенным учениям дана оценка «удовлетворительно». В учениях приняло участие более 15 единиц техники и около 60 человек личного состава. Отработаны инструкции взаимодействия со службами жизнеобеспечения, приемы спасания людей из объектов с массовым пребыванием, а также тушение условного пожара. Действия пожарных подразделений оцениваются удовлетворительно. О самых заметных событиях Алданского района узнаем в еженедельной подборке от наших коллег. Предлагаю посмотреть.
Уходящий год запомнится алданцам множеством больших и малых свершений. Достижения имеются в каждой из сфер. В приоритете по-прежнему остаются люди. Одно из центральных направлений составляет помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Ряд мер предоставляется по линии Министерства труда и социального развития. С 1 сентября внесены изменения в указ главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева номер 80 в той части, что меры социальной поддержки, которые касаются именно детей и членов семьи участников специальной военной операции, теперь у нас распространяются на участников ЧВК «Вагнер» при условии, что ими получен статус ветерана боевых действий, удостоверения. В 2024-м продолжилась реализация программы модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. В Алданскую центральную районную больницу поступило новое оборудование. Также в медицинских учреждениях проводились капитальные работы. После ремонта своих юных пациентов приняла детская поликлиника Нижнего Куранаха. Напомним, в поселке 2 педиатрических участка, на которых проживает в общей сложности порядка 2000 человек. Также к поликлинике прикреплены детишки 2 соседних населенных пунктов. Педиатрическая служба стала красивой и комфортной. Для нас это было очень важно, чтобы детская консультация все-таки обрела свое самостоятельное здание, где ребятишки уже спокойно могли приходить на прием и получать лечение. Врачи-педиатры находиться в комфортной рабочей обстановке. В новом году маленьких жителей Нижнего Куранаха ожидает еще один подарок. Через несколько месяцев дошколят примет детский сад «Журавлик». Сейчас в садике идет капитальный ремонт. В обновленные группы придут воспитанники «Журавлика» и «Радуги». Напомним, ранее 2 дошкольных учреждения поселка были объединены в одно юридическое лицо. У нас есть отдельно физкультурный зал, отдельно актовый музыкальный зал, кабинет психолога, изо-студия. И что не очень маловажно, бассейн. Ожидается, что в «Журавлик» придут порядка 140 детей. Пока педагоги принимают дошколят в здании «Радуги», которое позднее планируется передать поселковой детской школе искусств. Мы планируем открыть 6 групп, и самым маленьким нашим воспитанникам будет всего год и 3 месяца, ну и до 8 лет. 2025 будет посвящен Великой Победе, и в Алданском районе в рамках подготовки к празднику уже стартовали патриотические акции. Первым проектом стала посадка аллеи героев. Саженцы хвойных деревьев неподалеку от Ледовой арены высадили ученики городской гимназии совместно с членами Совета ветеранов. А в гаражном боксе одного из предприятий энтузиасты продолжают восстанавливать ЗИС-5. Легендарная трехтонка является одной из визитных карточек города. В 1979 году она была установлена как памятник первым дорожным строителям. Ожидается, что после капитального ремонта автомобиль проедет по улицам своим ходом. Основная цель в ремонте этой автомашины, то есть чтобы она выглядела как можно ближе к его истинному виду и чтобы, естественно, она двигалась. Покорением высоких вершин могут гордиться каратисты. Финальный чемпионат этого года по Шинкио-Кушинкай на днях состоялся в Якутске. На региональной площадке район представили воспитанники алданского тренера Дениса Ждановича. Ребята выступили весьма достойно, завоевав 5 бронзовых, 4 серебряных и 4 золотых медалей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Саха-цирке проходит благотворительный концерт для своих, посвященный поддержке участников СВО. В концерте принимают участие более 40 человек, среди которых сотрудники Министерства гражданской обороны и МЧС Якутии, МЧС России по республике, службы спасения, а также артисты якутской эстрады. Зрителей порадовала яркая программа с участием хора и ансамблей. Все собранные средства будут направлены на нужды бойцов СВО. Вы знаете, что сейчас в стране вот ситуация, да, идет специальная военная операция, и вот наши руководители, наши коллективы решили вот тем самым помочь, вот, ну, приблизить победу. В основном это номера соло, но есть и очень интересные танцевальные номера, вот, и импровизация на хомусе. Вот. Ну, в общем, интересно.
Сегодня в алмазной столице созданы все комфортные и гармоничные условия для развития детей. В год детства в Мирнинском районе прошло около 50 тематических мероприятий. Ими был охвачен каждый второй ребенок. В этом году были введены новые меры поддержки для семей с детьми и улучшены действующие. Большинство мер поддержки продолжат реализовываться и в дальнейшем. В рамках муниципальных программ проводится поддержка, социальная поддержка семей. Мы в этом году оказали материальную помощь 227 семьям на сумму более 13 миллионов рублей. Оказывается особая поддержка для семей участников СВО. Каждое заявление таких граждан рассматривается индивидуально и оказывается помощь и в бытовом, и в социальном плане. В последнюю неделю года традиционно идет самая активная подготовка к предстоящему празднику. Не забывают якутяне и про гирлянды, какие из них по-настоящему претендуют на звание «Тренд года» и, что немаловажно, по какой цене их можно приобрести, расскажет Надежда Саханская. Без этих слов не обходится Новый год. Украшать ели разноцветными огнями стали еще в середине 17 века, и до появления электричества это были просто небольшие свечки, которые надежным способом крепились к веткам. Фактически это и послужило прототипом современных гирлянд. Ну а в наши дни в вопросах украшения дома, что называется, кто на что гораст, не теряют актуальности очередной сезон так называемой гирлянды «Роса». Приобрести ее у нас в городе можно в среднем от 500 до 1000 рублей. Все зависит от длины изделия. 100 метров 1000 до 200. 2000, 2000. Какую чаще всего покупают гирлянду? Самая популярная какая? Сейчас это пестали. Это пестали. Белые нету, кончено белые. И почем такая? Это 1300. А вот, например, вешать гирлянду-сетку на окно считается уже не актуальным, поэтому их и не встретишь на прилавках магазинов. Стоит вспомнить и тот факт, что в основном весь рынок иллюминации состоит из товаров, сделанных в Китае. А промышленники этой державы подстраиваются и под нашего якутского потребителя. Так на рынке продаются даже саха-гирлянды. Обращать стоит и насколько качественно изготовлена светящаяся лента, чтобы встреча Нового года не обернулась пожаром. Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с дождиком, потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку. Проверку же гирлянды стоит произвести перед ее размещением на елке. Ну а после того, как с украшательством дома и праздничного дерева будет покончено, не забывайте, что главное новогоднее украшение – это все-таки вы. Надежда Саханская, Виктор Дичковский, Якутск. Мастерицы города Ленска представили авторские работы на ярмарке рукодельниц: свечи, стеклянная и деревянная посуда и смешные вязаные шапки. Помимо этого, жителям предоставилась возможность создать рукотворные шедевры самим. Увлекательные мастер-классы провели рукодельницы для всех желающих. Подсвечники и композиции из искусственной хвои с игрушками и украшениями будут хорошо смотреться на праздничном столе, уверяет одна из местных мастериц предновогодней ярмарки. За другим прилавком ее коллега, кстати, самая молодая рукодельница и участница ярмарки, ей всего 11 лет, представила свечи ручной работы. Отметила, что они тоже станут украшением торжества. Я занимаюсь аромасвечами, я их варю меньше полугода. Есть разные вкусы: шампанское, вишня, баблгам. Помимо свечей на прилавке девушки были представлены имбирные пряники, печенье, бенто-торты и трайфлы. Девушка подчеркнула, что десерты очень вкусные. Знает это и покупательница Ирина Никитина, которая специально пришла за имбирными пряниками Валерии. Мы увидели в соцсетях то, что проводится такая замечательная ярмарка. Мы приобрели набор печенья у девочки Леры, которая сама изготавливала ручной работы. То есть оно украшается потом дома по своему желанию. Почаще мы проводили такие мероприятия. Мы посещаем с семьей.
Покупатели могли приобрести изделия из кожи, украшения с самоцветами, аксессуары для волос, картины, написанные красками, изделия, изготовленные по технике лоскутного шитья. Также на прилавках был шоколад ручной работы. Для модниц сумки из пряжи. На ярмарке были представлены и новинки. Например, 3D-игрушки, напечатанные на принтере. Печатаем на 3D-принтере из филамента пыла, антистресс, всяких вот собачек, кошек, змеечек на 2025 год. Вот отличный подарок, сувенир. Люди покупают, людям интересно, люди смотрят. Это вдохновляет дальше печатать. Каждый здесь мог приобрести что-то уникальное в подарок себе и своим близким. У нас представлены мастера, 25 мастеров и мастер-классы по новогодним игрушкам. Техник очень много, начиная от эпоксидной смолы, от вязания и заканчивая кожаные изделия есть. Так что достаточно видов. Ярмарку, по нашим скромным подсчетам, посетили более 200 линчан и гостей города. По отзывам покупателей, им очень нравятся такие мероприятия, и они охотно приобретают товары мастеров. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Союз писателей Якутии пополнился новыми молодыми талантами. В состав творческого объединения вступили прозаик Валерий Андросов, поэт Мария Андреева, драматург Утум Захаров, критик Ольга Макарова и другие. Сегодня в литературном музее имени Аюнского молодым талантам вручили удостоверение. Но для того, чтобы стать членом Союза писателей, они преодолели тщательный 4-этапный отбор. После издания минимум 2-3 книг, обсудив их творчество, поддержали на заседании Союза писателей. Затем утвердили в республиканской и общероссийской комиссии. Вступление обязывает нас, чтобы язык нас не терялся. Это, во-первых, чтобы якутская литература продолжалась. Мы должны покорно служить, получается, литературе в имя нашего народа. Я представитель прозы. У нас, получается, муторная работа. Надо писать, работать. Все. И работать над собой. Летом 2025 года традиционно пройдут игры Дыгына. Отбор претендентов на звание лучшего стартовал уже сейчас. Наравне с новичками в борьбу за путевки вступили опытные многоборцы. Как завершился первый отборочный этап игр Дыгына, расскажем далее. В течение 2 дней 58 спортсменов со всей Якутии боролись за право выйти в финал игр Дыгына. Если первый отборочный этап прошел в столице региона, то второй пройдет в селе Барагонцы 1-2 февраля, а третий и заключительный этап состоится 12-13 апреля в Чурапче. Всего же на юбилейных 30-х соревнованиях смогут выступить только 15 сильнейших ботеров. Участников очень много, поэтому по видам есть отдельный лидер. В этом году, в этом сезоне ввели новую систему отбора, рейтинговую систему. Всего будет проводиться 3 отбора на игры Дыгына. И по сумме этих 3 отборов, набравшие наибольшее количество баллов, 15 спортсменов будут выступать на играх Дыгына. В заключительный день спортсмены соревновались в стрельбе из лука, беге на 400 метров, борьбе хапсагай и перетаскивании камня. Фаворитом первого отборочного этапа игр Дыгына стал один из самых опытнейших участников турнира Николай Матананов. По общей сумме баллов татинский ботер набрал 54 очка. По стрельбе в первой серии я промазал все, потом на второй серии собрался и уже попал 2 раза. Потом на бег тоже все выложились, все дальше хапсагай, на хапсагай тоже были хорошие схватки, Потом дальше 4-й бит — это перетаскивание камня. Тоже до конца все показали, кто сколько мог. Если Николай Матананов был безоговорочным лидером на протяжении всего первого этапа, то битва за последующие места в таблице разгорелась нешуточная. Так, на 2-м месте остановился Артем Дьяконов с результатом в 75 баллов. И на 3-м месте, отстав всего на 3 балла, расположился Владимир Шалагонов из Верхневилюйского района. Юрий Осипов, Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся в эфире.